Всем привет! Давненько мы ничего не готовили, пришло время это исправить. К тому же еще такая чудесная погода за окном. А состряпаем мы сегодня с вами не просто прохладительный напиток. В этот раз мы решили замахнуться на создание овершейков. Учиться делать такие коктейли я буду не одна, а с нашим монтажером Андреем Мишариным. Ну что, для начала приготовим основу овершейка. Это будет у нас напиток. Можно взять сок, смузи или молочный коктейль. Ну, давай возьмем самый популярный вариант, это как раз молочный коктейль. Берем. Супер. Возьмем молоко, выливаем полностью 0,5 литра. Добавляем что? Мороженое? Добавляем мороженое, обычный пломбир. Теперь начнем создавать наш овершейк. Итак, Андрей, что же такое овершейк? Овершейк, ну это по факту сверхкоктейль. То есть это коктейль с огромной шляпой из кучи сладостей. Обычно его украшают пончиком, мороженым, конфетами или взбитыми сливками. Классно. Ну, поехали. Наливаем до конца наш молочный коктейль в такую вот чашку или стеклянную банку. Ну, а я сделаю разнообразие, добавлю мультифруктовый сок. Следующий необходимый компонент – это фиксатор, который будет держать пирамиду на стакане. Своего рода сладкий клей. Можно взять арахисовую или шоколадную пасту, жидкий зефир, а в нашем случае это карамель. Смажьте стакан снаружи фиксатором, ширина полосы 5-6 сантиметров. Сложность именно в липкости данного ингредиента. К этой полоске можете сразу прикрепить что-нибудь небольшое и легкое по весу. Маршмеллоу, дрожжи, сахарную вату. Ну что, Лер, как тебе заканчивать год вот так? Вот так очень вкусно. Посвящаю это видео маме и папе. Один у тебя кондитер? Нет, они просто любят мои выпуски с готовкой. Мило. Нам нужно учесть следующий момент. Чтобы наши ингредиенты не упали внутрь коктейля, нам нужно сделать платформу. Для этого подойдет идеально вафли или пончик. Ты что хочешь? Я хочу розовый пончик. Ну давай я возьму шоколадный. Для подстраховки я сделаю вот так вот. Итак, когда мы закончили основание, что делать дальше? Когда основание готово, мы даем волю своей фантазии и начинаем выстраивать нашу пирамиду. Для этого берем все необходимое. Печенье, шоколад, взбитые сливки, чтобы наша пирамида выросла. Давай. Самое главное, это не забываем чередовать, чтобы было вкусно и красиво. Берем сливки. Ой, как красиво! Ты можешь сделать розу большую? Для нашей пирамиды можно использовать все, что найдете дома. Любые сладости на ваш вкус. Давайте волю своей фантазии. Пусть у вас проснется маленький ребенок. Можете приготовить это своим детям или себе.